Они придумали вейпы с одной целью – втянуть в курение как можно больше детей и подростков. А чтобы снизить у них чувство опасности, они распространяют ложь о том, что электронные сигареты якобы менее вредны, чем обычные сигареты. В ходе лекции для наглядности школьникам продемонстрировали видео о вреде электронных сигарет. Также специалисты провели анонимное анкетирование среди учащихся. А самой интересной частью для ребят стали игры. Электронные сигареты вызывают зависимость. Это правда. Электронные сигареты безопаснее обычных, неправда. Впервые электронную сигарету изобрел китайский ученый-фармацевт Хон Лик в 2003 году. Этому послужила смерть отца, который умер от рака легких из-за беспрерывного курения. Казалось бы, новое устройство должно наносить меньше вреда здоровью. Но вейпы, говорят медики, куда опаснее обычных сигарет, потому что здесь происходит выпаливание никотина. Это вызывает ожог слизистой ротовой полости. Сегодня мы узнали о том, что и электронные сигареты влияют на наш организм так же плохо, как и электронные. Нам проводили множество игр и показывали на наглядных примерах о том, как тяжело начать это, как это плохо и как будет потом в дальнейшем тяжело бросить это. И чтобы избежать этого, нам следует следить за своим окружением и за своим образом жизни. Магомед Ханиев, для которого здоровый образ жизни – это вложенный с детства принцип, отметил, что извлек для себя много полезного и важность подобных мероприятий. На сегодняшнем мероприятии нам проводили лекции о том, что все виды электронных сигарет, включая обычные никотиносодержащие сигареты, они очень вредны для организма, нарушают, так сказать, ту естественную среду организма, нарушают обмен веществ, метаболизм и тому подобное. Тот дыхаемый дым этими сигаретами оседает на легких, затрудняет дыхание, и через время употребления, допустим, через 10-20 лет, это очень плохо скажется так и на сердечно-сосудистой системе, так и на дыхательной. Не меньший вред организму наносят и энергетические напитки. С марта этого года в России запрещено продавать их несовершеннолетним, так как прослежено негативное влияние энергетиков на растущий организм, на сердечно-сосудистую и нервную системы. Целью нашего мероприятия это является ознакомление учащихся, именно подростков, с вредом курения электронных сигарет и на то, как они влияют на наше здоровье, на наше сердце и на его работу. Такие профилактические беседы Республиканский кардиологический диспансер намерен проводить во всех общеобразовательных учреждениях региона. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.